Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук прогнозируют рост ежегодной добычи природного газа в арктической зоне Российской Федерации до 150 миллионов кубических метров в случае открытия новых месторождений. Для сравнения, в настоящее время объемы добычи голубого топлива в регионе оцениваются на уровне 100 миллионов кубических метров. Для развития добычи углеводородного сырья в западно-сибирской нефтегазоносной провинции ученые определили 3 перспективных направления. Первое связано с поиском новых залежей и месторождений, второе предполагает доизучение недр в северных и центральных районах, третье включает доизучение прибортовых зон Юрско-мелового осадочного бассейна в пределах внешнего пояса провинции. Также ученые СОРАН спрогнозировали истощение алмазоносных песков в Арктике, которое приведет к тому, что к 2030 году добыча рассыпных алмазов сократится не менее чем в 3 раза. Сокращение спроса на камни ювелирного класса рано или поздно пройдет, поскольку связано исключительно с экономическим кризисом. По мнению ученых, необходимо переориентироваться на поиск месторождений коренных алмазов. Признаки нескольких подобных месторождений со значительными запасами крупных алмазов обнаружили в Якутии. В арктической зоне региона есть признаки нахождения на тех же территориях более древних среднепалеозойских трубок с возрастом примерно 370 миллионов лет, аналогичных кимберлитовым трубкам «Удачная» и «Мир». Они могут содержать значительные объемы крупных дорогих алмазов. С учетом реализации крупных промышленных проектов в арктической зоне Якутии, властям республики необходимо в срочном порядке разработать новый этап региональной стратегии развития транспорта до 2035 года. Такое мнение высказал член Общественного совета Арктической зоны России Александр Кугаевский. Новая федеральная стратегия должна внести ясность в направлении развития транспортной доступности Арктики, уверен эксперт. Вопрос не только в обеспечении транспортом нефтяной и газовой промышленности, но и в развитии транспорта в Арктике в целом, отметил он. Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая 2021 года стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики на период до 2035 года. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило пакету новых облигаций ЕТЭК на сумму 4 миллиарда рублей. Прогноз оценивается как стабильный. Данное значение предполагает умеренно высокий уровень кредитоспособности с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях Российской Федерации. Как заявили в компании, присвоенный рейтинг отражает сильную рыночную позицию и высокую ликвидность компании. При этом сдерживающими факторами являются низкая доступность рынков сбыта, концентрация добычи на одном месторождении, малый размер предприятия, а также слабые показатели денежного потока. Так, средневзвешенная рентабельность по СДП в период до 2022 года ожидается на уровне 3,6%. Средневзвешенное отношение капитальных расходов к выручке на уровне 35,8%. Компания «Алроса» завершила погашение облигаций на сумму $1 миллиард со ставкой купона 7,75%. Выкуп ценных бумаг проводился в 2 этапа. Как сообщает пресс-служба организации, данный пакет «Алроса» разместила в ноябре 2010 года. В период с 2018 по 2019 годы компания произвела выкуп облигаций на сумму $506 миллионов. В текущем году алмазодобытчик погасил оставшуюся часть в размере $494 миллионов. Это позволило снизить размер задолженности по кредитам и займам до $2 миллиардов 300 миллионов. Отметим, в настоящее время в обращении находятся еще 2 пакета облигаций «Алроса» на $500 миллионов каждый, выпущенные в прошлом и в этом годах соответственно. Срок погашения первого определен до апреля 2024 года, второго до июня 2027 года. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.